Вопросы образования в приоритете государственной политики, и большая доля поручений главы государства Кабмину от 27 августа сделаны именно в этой сфере. Чтобы обсудить стратегию развития образования в Абхазии, члены партии «Единая Абхазия» пригласили на встречу министра просвещения Хану Гунба. Также был подготовлен собственный проект «Сельский учитель», направленный на повышение качества образования в сельской местности и сохранение сельских школ. У нас есть свои предложения от нашей политической партии для правительства. Это прямая взаимная связь между политической организацией и правительством. Мы будем взаимодополнять друг друга, и мы уверены, что это приведет к хорошему конструктивному результату для нашего общества. Член политического совета «Единая Абхазия» Ада Кварчелия представила участникам встречи предложения по улучшению ситуации с образованием. Спикер поделилась своим мнением по решению существующих проблем, о важности внедрения гуманитарного цикла на абхазском языке, формирования новой стратегии обучения. Как говорил русский художник, философ, писатель Рерих, мир меняют не политики, мир меняют учителя. Именно педагоги формируют будущее поколение. И тогда возникает вопрос, как подготовить такого учителя, который мог бы успешно решать не только стоящие, но и постоянно обновляющиеся проблемы. Необходимо создавать центры, я подчеркиваю, центры для повышения квалификации и переподготовки учителей, адаптируя их знания и навыки к современным условиям. Следует вводить предметы гуманитарного цикла на абхазском языке, формировать новую стратегию обучения, направленную на активное вовлечение молодежи в изучение государственного языка. Следует пересмотреть методику преподавания, обновить содержание учебных материалов и внедрить инновационные интерактивные технологии, чтобы сделать свое освоение абхазского языка привлекательным и эффективным. Министр просвещения Хана Гунба, принимавшая участие в стратегической сессии, поддержала предложение по улучшению ситуации в сельских школах, прозвучавшее от членов «Единой Абхазии», подчеркнув, что работа в этом направлении ведется Минпросом. Чтобы сохранить школу в селе, переподготовку педагогов для того, чтобы они могли преподавать несколько предметов и чтобы не оставались вакансии, хотя все равно у нас остаются вакансии в образовательных учреждениях. Президент поручил разработать программу «Сельский учитель». Мы, безусловно, над этим будем предметно работать. Мы принимаем с благодарностью ваше предложение быть полезными. Кто бы это ни был, мы открыты для диалога, для взаимодействия. Сельский учитель здесь, наверное, просто предложением повысить заработную плату для учителя сельской школы мы, естественно, не обойдемся. Здесь нужно будет реальные программные шаги предлагать. В части Министерства просвещения готовится к пилотному проекту внедрения электронной школы. Электронная школа должна заговорить на абхазском языке. Электронную школу мы планируем ввести на базе одной из школ города Сухуми, это подведомственное Министерство просвещения школа, а дальше мы рассчитываем это развивать. Говоря о важности развития абхазского языка, Хана Гунба отметила, что в этом направлении государством проводится немалая работа. Но этого недостаточно. Необходимо создать условия, при которых дети начнут учиться родному языку с самого раннего возраста. Хана Гунба также сообщила, что возможность внедрения гуманитарного цикла на абхазском языке тоже обсуждается. На наш взгляд, нужно увеличивать время, увеличивать, значит, языковое погружение ребенка, чтобы он не просто слышал язык, а чтобы он и повторял «яхауи тейху, яхауи тейху». Вот в этой части также мы готовим предложение главе государства, чтобы мы на нескольких детских садах опробируем аудиосуфлирование, короткие рассказы, соответственно, их возрасту, чтобы оборудование подготовить, там, соответственно, методики 4-6 минут, сколько положено ребенку, он надевает наушники, все, что он слышит, он повторяет, и вот это, чтобы продолжалось там в течение дня несколько раз. И в части того, что мы видим тоже необходимость перевода ряда дисциплин, не всех, нескольких дисциплин на абхазский язык, это должно идти параллельно.
история Абхазии, география Абхазии – это те предметы, которые спокойно можно переводить на абхазский язык, когда вот эту линейку детей мы уже подведем, которые смогут осваивать этот материал на родном языке. Хана Гунба также рассказала о новой воспитательной программе, которая разработана Минпросом совместно с Институтом педагогики. Речь идет о внедрении во всех школах наставничества. Если говорить о том, что не слишком ли смело на себя взять ответственность сегодня вводить воспитательную программу, фундаментом которого мы называем Апсора, конечно, это очень смело, но и признавая то, что у нас серьезные проблемы есть в этом направлении, просто продолжать ничего не делать, мне кажется, это еще хуже. Поэтому мы взялись вместе с Институтом педагогики за то, чтобы подготовить новую воспитательную программу. Сама программа состоит из нескольких компонентов. Это исторический, культурный и традиционный компонент. В завершение встречи Хана Гунба подчеркнула, что проект закона об образовании находится на стадии подготовки. Он состоит из 9 глав и уже получил ряд замечаний и предложений от государственных ведомств, районных отделов образования и университета. В ближайшее время проект будет представлен Кабмину и администрации президента. После этого планируется провести предметное обсуждение с коллегами из законодательной власти. Аэлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.